Мы рады приветствовать вас на студвесне инженерного факультета. И для начала мы хотели бы представить вам наше многоуважаемое жюри. Садыкова Рима Рушановна, композитор, преподаватель по специальности вокальное искусство Уфимского училища искусств, лауреат межрегиональных конкурсов. Аплодисменты. Шарафутдинова Альмира Митхатовна, заслуженная артистка Республики Башкортостан, экс-солистка Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Даукаева Элина Азатовна, руководитель танцевальной студии United Project Crew, обладатель кубков всероссийских танцевальных конкурсов, участница проекта «Звезда танцпола» на MTV. Булат Аминов, музыкант, продюсер и менеджер музыкальных проектов, участник групп «Кот Змеи», «Виа Чапа», «Буриля», директор джазового ансамбля «Орлан» под управлением Олега Киреева, автор песен и лидер группы «Дамаск». И председатель жюри Куватова Альмира Шарифовна, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза деятелей культуры Российской Республики Башкортостан, актриса, режиссер, сценарист, продюсер. Хотелось бы вас предупредить, что для того, чтобы понять всю целостность нашего выступления, вам достаточно знать о том, что имена наших главных героев дословно переводятся с английского языка как одни из самых главных вещей в нашей жизни. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие гости, дорогой жюри, через мгновение мы начинаем. Приятного просмотра. Сцена первая. Квартира Хоупа. Пострадала глобальная сеть интернет. К счастью, пострадавших нет. Убытки на данный момент подсчитываются. Поэтому, если вы видите кого-то из этих людей, просим оповестить вас при первой же возможности. Да ну, бред какой-то.
слава богу, ты дома? Вижен, что случилось? Ты кросс бежал, что ли? Ты слегка неудобно одет для этого дела. Мне нужно тебе кое-что сказать. Хоуп, ты же знаешь, за что я тебя уважаю? Потому что ты хороший человек и можешь многому научить. Например, меня. Меня ты научил верить в свою мечту. И несмотря ни на чьи слова, твердо к ней идти. Ну так вот. Возьми. Что это? Посмотри, как люди отреагируют на это. Мы хотели, чтобы все стали свободными и ничего более. Посмотри, если мы ошиблись, то ключ к возвращению к обратной жизни у тебя в руках. Прости, мне нужно бежать. Вижен, стой! Что это значит? Сцена вторая. Улица. Вижен, что это значит? Фейт? Что тут происходит? Представляешь, что не слышал, ты с ним уже с ума сходит. А что случилось-то? Интернет включить по всему миру. Реально
смысле? Масло, слежка, все такое. Да не, мне кажется, ты преувеличиваешь. Ты здесь Вижена не видела? Нет, я его давно уже не видела. Просто он сейчас ко мне заходил, у меня сложилось впечатление, как будто он убегает от кого-то. Знаешь, мне никогда не нравилась его новая компания. Как они себя называют? Selection Time. Что? Ты знаешь, где они собирались? Конечно, он часто меня приводил к своим друзьям. Тогда нам нужно бежать. Зачем? За Виженом. Сцена третья. База Selection Time. Вот это место. Стой, 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 ты нас, кажется, с кем-то перепутал. Откуда вы знаете про это место? Мой друг Вижен часто меня сюда приводил. А ты, видимо, Фэй? А ты кто? Хоуп, я его... Ты? Простите, ребят, после всего того, что у нас произошло, у нас очень много врагов. Да, Вижен мне рассказывал про тебя. Говорил, что только ты можешь разрешить эту ситуацию. Меня зовут Чакли. Так это вы все устроили? Наша организация повсюду. Мы взламываем главные матрицы всех серверов на Земле ради одной цели Какой? – свободы. Людей все больше и больше поглощают социальные сети, а деньги стали лишь цифры на экране. Люди начали забывать о самом, о главном в их жизни – мечты. Те мечты, к которым они пришли сами, а не те, что навязаны в интернет. Но если у вас все получилось, почему ты здесь один? Я думал, все будет иначе. Знаете, что потерянное время не вернуть? Помню, в школе мне нравилось одно стихотворение. Я все время держал ее в своей голове.
ночью договорился с мечтой. И держала ее на ладони. Божья кроха, практически ноль, ожидание счастья немое. Удивилась, увидев мечту. Ты мала и едва различима. Как же взлет и полет в небесах, где хранятся волшебные крылья. Не смотри, что я очень слаба. Я лишь хрупкое зернышко чуда. Помечтай, и увидишь сама, как распустятся розы повсюду. Не держи ты в себе, отпусти все желания детскую сказкой. Свое сердце скорее отвори, чтоб окрасился мир яркой сказкой. Что ж, смеешься, поди надо мной? Но я же взрослая, я в сказки не верю. Ты вокруг оглянись, мир иной. Робко прячется счастье за дверью. Улыбнулась мне кроха мечта. Ты сама оглянись и послушай. Счастье рядом с тобой, на века согревает надеждою душу. Не грусти, я же рядом с тобой, каждый день, каждый миг, постоянно. И с небес наблюдаю порой, освещая дорогу желаний. Посмотри, ты вновь стала собой, не об этом ли долго мечтала? И улыбка, и взгляд озорной, словно юность свою повстречала. Ночью я говорила с мечтой и держала ее на ладони. Божья искра, разряд грозовой, ощущение счастья хмельное. На глазах распустилась мечта, благоденствием благоухая, унеслась далеко в небеса, оставляя присутствие рая. Что привело вас сюда? Я хочу узнать, что это. Это специальный код активации. Если ввести его в центральный компьютер, перезапустится весь интернет. У тебя в руках своего рода оружие массового поражения. Тогда нам пора. Постой, парень! У тебя в руках жизни миллиардов. Запомни. Сцена 4. На улице. Почему ты мне не сказал, что у тебя есть ключ к интернету? Кто тебе сказал, что я хочу им владеть вообще? Давай ты не будешь, как еврей, вопросом на вопрос отвечать, ладно? Короче, я отдаю этот ключ властям, пусть они сами разбираются. Мне Ты это не нужно. встретил, что ли? По его словам было понятно, что они много отдали для того, чтобы люди поняли, во что превратилась их жизнь за этой кибертюрьмы. И ты хочешь все вернуть назад? Мне кажется, ты не понимаешь всей ситуации. Это ты не понимаешь. Люди должны выбирать сами. В интернете, кроме плохого, есть и хорошее. И каждый из нас выбирает сам, что ему там делать. Людям нужно проснуться. То, что они делают каждый день, это навязанное мнение. Вот посмотри на танцоров в школе танцев. Они не знают об этой проблеме, потому что они о ней не думают. А если они о ней не думают, значит, они свободны.
nur bulan yanına kalan benim süngerim var yuvalmay sarılan gel bulan nur bulan yanına kalan benim süngerim var yuvalmay sarılan gel bulan nur bulan yanına kalan benim süngerim var yuvalmay sarılan gel bulan nur bulan yanına kalan benim süngerim var yuvalmay sarılan. Ezgine yuvaksam, ismine sanırım. Sapı yuvalında başlayan dağınam Yeri bulan nur bulan yanına kalan benim süngerim var yuvalmay sarılan Yeri bulan nur bulan yanına kalan benim süngerim var yuvalmay sarılan Bir bulan nur bulan, yanına kalan benim süngerim var. Yuvalmay ağıngan Gel bulan nur bulan yanına kalan Benim süngerim var. yuvalmay sarılan Gel bulan nur bulan yanına kalan Benim süngerim var. yuvalmay sarılan Benim süngerim var. yuvalmay sarılan. Сцена 5. Квартира Хоупа.
Ну вот, в принципе, и все, Шелк. Я очень рада, что вы сначала ко мне обратились, потому что, надеюсь, вы понимаете, что это все очень-очень серьезно. Конечно, но что нам теперь делать? Знаете, я знаю одного очень хорошего программиста, я вам сейчас напишу его адрес, вы съездите к нему. Я думаю, он должен подсказать нам, что вам нужно будет делать. Хорошо. Ладно, прячьтесь быстрее. Где они? Я видел, как они зашли сюда. Вот от тебя я вообще не ожидала такого предательства. Никто не ожидал. Но, как оказалось, у киберпреступников есть хорошая мотивирующая способность. Окружить дом и проверить все квартиры. Я не дам тебе закрыть то, к чему нашел всю свою жизнь. Ты это видел? Что мы теперь будем делать? А как же шеф? Все, успокойся, Фейт. Мы сделаем, как она сказала. Мы поедем к программисту. Сцена 6. Дома у программиста. Сделай радио потише. Мы приехали. Так.
Место вроде то, только я вот никого не вижу. А я, кажется, вижу. Привет, мы от... Тихо, тихо, тихо. Вас прислала Шелд? Да, она сказала, что ты нам поможешь. А может быть, она сказала, что я ненормальный? Нет. Правильно, потому что я нормальный. Так ты нам поможешь? Чем? Картошку посадить? Что? Нет. Но чем же тогда? Включить интернет. Интернет. Хорошо, я вам помогу. Только сначала я вам покажу своих роботов. Я их до этого никому не показывал. Вы знаете, они совсем такие же, как мы. Как люди. Пойдемте, я вам покажу. Может быть, чаю, кофе, что-нибудь еще? Вы помните? Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в совнище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездаком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буребыте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бурь и вьюг ее направил величаво. Ну кто ж из нас на палубе большой не падал, не плевал и не ругался? Их мало, с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда я, по дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тут трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб не страдая ни о ком себя скупить муками пьяным. Любимая, я мучил вас, у вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами напоказ себя растрачивал в скандалах, но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буребыте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Сегодня я в ударе нежных чувств я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чувств, каков я был и что со мной усталость. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения с кручи, теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда, не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша. Простите мне, я знаю, вы не та, живете вы серьезным умным мужем, что не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда, под кущей обновленной синей, с приветствием вас, помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин.
конечно, я же старался. Ну так что, ты нам поможешь? Да, одну секунду. Клево, да? Я сделал его, чтобы определять врагов. Сначала все стреляют в меня, ой, то есть в него. Ну, вы поняли, да? Ну что, я знаю, куда нам ехать. Поехали. Ой, ребят, а давайте его с собой возьмем. Ну, давай. Все, я знаю, куда нам. Эй, не туда, не туда, не туда. What let's try to say? She's stuck on that dick on the plane and I take on the hand. I just went hunting and found me a rabbit. I picked out the carrot, picked out the cat. On the side for the cushion, I need someone rock out of Cali. Ride through the city on the tenant, AC blast. I got bands, glass, cause my diamonds look like. I'm on a new level. 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 Brought me a new seven. What the nigga said? Came on the new level. All my niggas pulled up. Get the fuck up out of town before we run your ass down underground. I came out, any nigga try to stop me, let it hang out, let it bang, let it rain out. Yo soy el Dios. Pablo Escobar in my heyday, breaking off coke, that's a payday, on a private jet, that's a mayday, in South America, on a vacate. El Chapo. Сцена 7. Главный компьютер. Слушай, а почему бы нам просто не снести систему? Тогда никто не сможет ее восстановить. Установил сюда специальный код, и только этот код может сломать систему, а без него нам не справиться. Вот именно, нам нужен этот код, даже сам Бишев не помешал. Вот это место, ребят, нам все... Я, конечно, слышал, что мыши сами бегут в мышеловку, но чтобы увидеть наяву, не поверил бы. Схватите! Стоять! Ну что, допрыгались? Мы вас долго искали. Уводим их! О, Фейт, привет. Вижу. Я думаю, я тебя уже никогда не увижу. Ну, на самом деле это не так важно, как решение, которое ты принял. Вот главный компьютер, у тебя есть код. Решай. Друзья, этот компьютер — это наша жизнь. А код, который я собираюсь ввести, — это ваша воля.
И только мы можем выбирать, вводить этот код или нет. Праздники, громкий свет, пыль дороги, ветросвист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И в нас свой байка не лимузин, таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал как бог. Но зато менялся на глаза, только вспомни шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, поднимая кулак. Ты летящий вдаль, вдаль ангел. Летящий вдаль, вдаль ангел. Ты рядом на дорогу, ты летящий вдаль, беспечный ангел. Гитарный жесткий рок, который так любил. На Харли он добчать нас мог, до небес и звезд любых. Но он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его байк. Один бродяга нам сказал, что он отправился обратно.